Друзья, это на тему, что все войны спланированы, и надо, как говорится, подготовить только условия для войны. Одно из тех условий для войны, это что как только началась в Украине война, Европа стала строить терминалы для приема сжиженного газа. Но эти терминалы, она их толком не использовала, и она начала принимать газ только, собственно говоря, с России. Эти терминалы были построены как альтернатива тому, если не будет русского газа. И это было очевидно и понятно, что возможно, и скорее всего Украина ударит по турецкому, по голубому потоку, и вот Европе надо будет и найти других продавцов и других поставщиков газа. Но это до сих пор не произошло, потому что, ну, вот это и есть доказательством того, что как бы все для того, чтобы война продолжалась и зашла она в Европу. Потому что для Европы решение войны было очевидным вопросом. Украина должна была победить, и на этом должна была быть точка. Но вот такое вот положение, где там сейчас Путин находится, очень устраивает самого Путина. И над грядками. Э, Играют в ту игру, чтобы как бы украинские мужчины, в принципе, находились за границей. То есть, смотрите, Украине нужны все, и мужчины, и женщины. Если Украина отправляют служить, то женщины должны в это время занимать рабочие места. Нужны все до последних. Как бы это обязательное условие. Ну, тут Украина не то, что... Да, но вот как структура, она прогнулась, она вот это вот главное условие не делает. Соответственно, вот это вот постоянное... Я скажу, что вот это вот ограничение в мобилизации, это Ермак. Это Ермак, это Ермак, это все, это оно. И я просто не знаю, просто как он еще вернулся в Украину, еще ходит своими ногами. Я не могу понять, как он может ходить своими ногами. Я этого понять не могу. Но, может, возможно, этот вопрос когда-нибудь решится на самом деле. Да. Так вот, в принципе, война – это вещь абсолютно запланирована, и условия вот этих 4 лет просто создали все возможное и невозможное. Мы вам не поможем, у нас для этого нету таблетки, у нас за 4 года сделали все возможное и невозможное, чтобы не было реестра, чтобы у нас, как говорится, каждая украинская сим-картка не показывала, где, как говорится, находятся все, да. В принципе, сама форма мобилизации в виде ТЦК – это это абсолютное бе. Это работает против Украины, против морального духа, против, в принципе, это распространяет коррупцию, это не делает никакой справедливости, это вот. В таких условиях нельзя сделать то, что нельзя нормально даже оборону организовать. То есть вопрос для Европы, он был однозначен с первой секунды. Только все для Украины, а лишь бы этого не было. Но все и шло для условий, для того, чтобы... И тут Путин ликует, потому что 4 года вот этих переговоров, 4 года... И снова, я же говорю, должны послать в Штаты какого-то ублюдка. Да, вот сейчас один едет в Штаты тихо договариваться. А место президента, я абсолютно уверена, что тихо за спиной Зеленского он проводит свои переговоры. И это стопроцентно, друзья мои.